Здравствуйте! В эфире телеканала «Якутия-24». Итоги дня, в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях этой пятницы. Внимание для самых отдаленных населенных пунктов. Федеральный кабинет министров отчитался перед Госдумой о результатах работы исполнительной власти в 2021 году. Новые условия и широкие возможности. Расскажем о производстве местной продукции. Первым делом самолеты. Третья в истории якутской авиации женщина совершила свой первый полет. Вехи великой дружбы. Расскажем о том, как готовится Нерюнгри к праздничному юбилею республики. Чем выше цель, тем сложнее путь к ней. В Якутске проходят соревнования по волейболу. Сценарий недружественных государств не сбылся. Именно так заявил Михаил Мишустин относительно санкционного давления. Так, по словам премьер-министра Российской Федерации, несмотря на многочисленные политические и экономические ограничения, ответственная финансовая система устояла. Наша финансовая система, это кровеносная артерия всей экономики, устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России, правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса, сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев, стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Вряд ли какая-либо другая страна или другое государство могло бы с этим справиться. Мы же выстояли. Федеральный кабинет министров отчитался перед Госдумой о результатах работы исполнительной власти в 2021 году. Главным результатом прошлого года Михаил Мишустин назвал уверенный рост экономики. Отдельное внимание в отчете правительства было уделено развитию Дальнего Востока и Арктики. Так, у дальневосточников появилась возможность летать по 20 социально значимым маршрутам. В текущем году также будет продолжена программа «Дальневосточная ипотека». По словам Михаила Мишустина, для поддержки жителей Дальнего Востока правительством разработаны 13 инициатив в области повышения качества среды, высшего образования, развития туризма, поддержки молодых специалистов, а также целый комплекс демографических мер. Все эти решения будут обсуждены и приняты на Дальневосточном форуме с участием президента страны в сентябре этого года. Очень много вопросов звучало по развитию туризма, что для нашей республики тоже очень важно, по социальной газификации, по авиастроению, по субсидированию авиаперелетов, по созданию единой дальневосточной компании. В общем, считаю, что вот именно та команда, которая сегодня у нас есть в правительстве Российской Федерации, она серьезно понимает, знает, как делать, как с этим справиться. И я надеюсь, что мы преодолеем все вот те вызовы, которые сейчас стоят перед нами. Более того, глава правительства России Михаил Мишустин призвал разработчиков создать российский аналог App Store и Google Play. Он отметил, что у страны есть свои элементы экосистемы, которые нужно доработать. Обращаясь к программистам, Михаил Мишустин отметил, что нужно сделать свой магазин, потому что App Store и Google Play очень скоро могут не дать возможности скачивать приложения. Правительство делает все возможное для работы и развития местных IT-компаний. По итогам у нас 42 миллиарда рублей плюсом, которые они дали, сказали о том, что мы расширяем эту сферу. Что будет сделано? Новый пакет. Вы знаете, мы, кстати, в первые буквально 3 дня после начала спецоперации приняли решение. Президент принял эти решения лично, мы ему все докладывали. Вот Сергей Кужугетович сегодня был, тоже помог, он пошел на то, чтобы ребята имели отсрочку от армии. И сегодня у нас 0 по налогу на прибыль, куда уж лучше. Дальше у нас льготные кредиты под 3%, упрощение поручения грантов, у нас до 6 миллиардов рублей на это выделено, и у нас льготная ипотека под 5%, так сказать, порядка 10 тысяч может этим воспользоваться. Айсен Николаев посетил село Бердигистях. Во время рабочей поездки глава региона проверил ход строительства социальных объектов. Там ведут работу служба государственного заказчика республики и общество с ограниченной ответственностью ИСК «Союз». Айсен Николаев отметил важность развития инженерной и социальной инфраструктуры как для экономики района, так и для благополучия его жителей. Далее глава региона принял участие в торжественном открытии универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест. Берген – 3-й в Дальневосточном федеральном округе и единственный в республике специальный стрелковый комплекс.
В Медгостях я сегодня видно очень такое, знаете, значительное поступательное движение вперед. Я связываю это как раз с прошедшим в прошлом году играми Манчары, в рамках которых мы здесь построили ряд социальных объектов. Достаточно большие вложения были сделаны в газификацию, в дорожное строительство. И это все дало свой результат. И сейчас вот 2 крупных объекта у нас строятся. И не 1-2 дома строятся, а целых 7 домов строятся. 173 квартиры, полностью квартальная планировка с благоустройством. И эти дома и школы должны быть введены все до конца года. В новых условиях открываются широкие возможности для развития местного производства. По словам главы Якутии Айсена Николаева, бизнесу, занятому в производстве местной продукции, будет оказана всевозможная помощь. Подробности далее. На сегодняшний день в Якутии отсутствуют нормативные документы, которые определяют предпринимателя как местного товаропроизводителя. В связи с этим главой республики Айсеном Николаевым поставлена задача определить перечень экономических видов деятельности, которые будут определять тот или иной субъект малого и среднего предпринимательства как местного товаропроизводителя. Это очень важный документ, потому что именно с этого начинается формирование единой политики по поддержке местного производства. Министерство предпринимательства на сегодняшний день является, наверное, координатором по местному производству, потому что все-таки это вопрос межотраслевой, это касается и агросектора, это касается и легкой промышленности. И таких направлений очень много. На совещании по развитию местного производства, которое провел глава региона, было отмечено, что будет оказана помощь в увеличении имеющихся мощностей и развитии новых направлений. В настоящее время ведется работа совместно с Сахабуд по созданию кластера легкой промышленности. В настоящее время уже подписано соглашение с 9 потенциальными резидентами, которые будут работать в кластере. Ведется работа по поиску новых участников. Уже порядка 6 компаний есть договоренность, и ожидаем то, что до конца текущего года уже более 15 компаний будет работать в данном кластере. Помимо этого, большое внимание будет уделяться и производителям местной мясной продукции. На эти цели предусмотрено более 70 миллионов рублей. А на заготовку молока власти Якутии направят более 3 миллиардов рублей, что поможет республике обеспечить себя молочной продукцией. Как показал опрос нашей телекомпании, жители столицы предпочитают местную продукцию. В основном здесь творог беру. Творог. Кефир, бифацил, сметана, сливки, молоко, творог. Кефир, бифацил, молоко, все. Сливки, сорет, быпах, сметана. Правительство республики планирует развивать не только переработку мяса и молока, но и такие направления, как заготовка дикоросов и производство меда. В ближайшем будущем на столе каждой семьи будут стоять свои продукты, произведенные в родной республике. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Также, согласно указу главы Якутии Айсена Николаева, к 2024 году республика должна увеличить самообеспеченность яйцом до 65%. Сейчас якутская птицефабрика поддерживает развитие семейной экономики. Фабрика ежегодно поставляет фермерам и отдельным хозяйствам порядка 50-55 тысяч кур-несушек. Кроме этого, в будущем планируется наращивать выпуск комбикормов собственного производства. Отмечу, что в прошлом году птицефабрика достигла рекордных показателей производства за последние 20 лет. Это более 83 миллионов яиц. Тем временем в квитанциях от Якутскэнергосбыта за февраль и март многие жители Якутска отметили изменение привычных сумм за поставленное тепло. Для одних суммы разовых выплат в графе отопления по АДПУ уменьшилась, для других существенно возросло. Причиной этих изменений стал перерасчет платы за отопление по показаниям приборов учета за 2021 год. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение об отмене начислений пени за просроченные платежи для населения столицы республики. Подобные меры продлятся до 31 декабря текущего года. У потребителей таким образом будет достаточно времени, чтобы оплатить счета за тепло без штрафных санкций.
Свой первый полет совершила третья в истории якутской авиации женщина. Свое пилотское удостоверение Марфа Иванова получила только в прошлом году, успешно закончив обучение в Якутском училище гражданской авиации. Первый полет в качестве второго пилота по маршруту Якутск-Среднеколымск-Якутск Марфа завершила успешно. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Марфа Михайловна, поздравляем вас с выполнением полета. Желаем вам от лица летной службы, от дирекции всего самого наилучшего, мягких посадок. Около 7 часов полета, сильное волнение, и вот, наконец, шасси Ан-24 коснулись посадочной полосы в Якутске. Поздравить с успешным окончанием рейса Марфу вышли руководство и личный состав компании «Полярные авиалинии». Марфа Михайловна отработала сегодня на 5 с плюсом. Молодец, собранная девочка. Вели радиообмен, взлетали, садились, набирали высоту, горизонтальный полет. Могу отметить, у нее хорошие качества, и все у нее получится. Стоит отметить, что поблажек для женщин в авиации не делают. Впрочем, это и не нужно. В истории авиакомпании Марфа оказалась третьей девушкой-пилотом. Татьяна Киселева и Анна Лазовская также начинали свой путь с полярных авиалиний. Сегодня они успешно пилотируют уже в других компаниях и летают по всей стране и за ее пределами. Никаких поблажек, все на общих условиях. Они проходят тест на профессиональную пригодность, сдают физкультуру и также, конечно, вступительные экзамены. Стать пилотом Марфа Иванова мечтала с детства. Девушка признается, практичная и целеустремленная. От своей цели она никогда не отступалась. Не строила и никаких ожиданий о профессии, но точно не разочаровалась. В прошлом году я окончила училище наше якутское. И меня приняли на работу в полярной авиалинии. Сложности были, конечно, потому что все-таки первый полет, волнение есть. Но вам коллеги оказывали какую-то? Обязательно, да. Да, весь полет поддерживают, подсказывают. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Не разочаровываются и участники апрельского мероприятия. Сегодня в смарт-библиотеке прошла выставка-дискуссия «Охрана труда Экспо-22». Детали узнавал наш корреспондент Александр Хавренко. Охрана труда – это не только безопасность, это еще и своевременная выплата зарплаты, соблюдение социальных мер, обеспечение форменной одежды, спецодежды и еще много-много-много аспектов. За последние годы в сфере охраны труда были упразднены более 2000 нормативных актов, многие из которых принимались еще в 20-е и 40-е годы прошлого века. Вместе с этим произошли изменения в законодательных актах, и для того, чтобы разобраться во всех тонкостях нового законодательства, в Якутске в рамках месячника охраны труда прошла выставка-дискуссия «Охрана труда Экспо-22». Мы все понимаем, что требования в обществе очень высокие. Люди хотят иметь комфортные условия труда, хотят повышать свое качество жизни. И этим продиктованы те изменения, которые происходят сегодня в сфере охраны труда. В конце декабря прошлого года Арсений Сергеевич Николаев дал поручение правительству нашей республики, чтобы были пересмотрены нормативно-правовые акты региональные в связи с изменением федерального законодательства, с изменением той обстановки, которая сейчас наблюдается, в сторону того, чтобы обратили больше внимания вопросам и проблематике охраны труда. Выставка «Экспо-22» – первое крупное мероприятие, посвященное вопросам охраны труда, которое проходило в офлайн-формате после снятия ограничительных мер. В работе выставки приняли участие представители более сотни предприятий города. Для них были приготовлены семинары, мастер-классы, но самое главное – это общение и возможность обменяться опытом. Мы принимаем постоянное участие на мероприятиях по охране труда, те, которые проводит наша администрация города Якутска. И в частности в этом году мы также здесь участвуем, сделали небольшую свою экспозицию, представляем нашу продукцию. Каждый из участников выставки вынес из этого мероприятия что-то полезное для себя, и практически единогласно все поддержали идею сделать месячник по охране труда ежегодным. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Филиал Якутского медицинского колледжа в Ленске снова объявил набор. У молодых людей Ленского района снова появилась возможность получить медицинское образование, не выезжая за пределы города. На базе Ленской центральной районной больницы уже много лет ведет обучение Якутский колледж. Стать его студентом может любой желающий ленчанин в возрасте до 35 лет.
Лабораторное дело, лабораторная диагностика – это специальность. У нас эта группа является внебюджетной группой. Значит, 10 человек будут обучаться за счет средств муниципального образования Ленский район. 5 человек могут обучаться из своих личных средств. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Обучение также на базе Ленской ЦРБ. И специальность лечебное дело – это бюджетная форма обучения, будут обучаться за счет бюджета республики. Срок обучения 3 года 10 месяцев, и распределяются в пределах республики. За годы работы в Ленском районе колледж выпустил 3 группы медицинских сестер. В этом году летом будут выпущены 11 фельдшеров. Все они будут распределены по наслегам района. Через год Ленская больница пополнится медсестрами благодаря очередному выпуску. Поэтому вторую точку. Целевой капитал «Дети столетия», который полагается каждому якутянину, родившемуся в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, получили порядка 60 семей Алданского района. Как распорядятся средствами сертификата, большинство родителей еще не решили. В управление соцзащиты поступило только одно заявление. Подробности в сюжете наших коллег. Эти кадры были сделаны в родильном доме Алданской ЦРБ в начале января. Первые в 2022 году новорожденные стали детьми столетия. На торжественной выписке семьям были вручены сертификаты на 100 тысяч рублей. В 2022 исполняется 100 лет со дня основания якутской автономии. Соответствующий целевой капитал был учрежден главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Право на капитал имеет каждый ребенок, родившийся в Якутии в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. На сегодняшний момент у нас на территории района родилось 69 детей, то есть которым назначена данная выплата и которые имеют право на ее получение. Соответственно, родители уведомлены об этом. Сертификаты «Дети столетия» родителям выдает Управление социальной защиты в беззаявительном порядке на основании сведений из отдела ЗАГС. Многие мамы и папы знают о данной мере господдержки. Для некоторых семей получение капитала становится сюрпризом. В общем-то, кто-то удивляется, а кто-то в курсе, потому что информацию до них доводит еще наш ЗАГС районный. Они обычно получают свидетельство о рождении, и некоторые родители приходят сюда. Круг целей, на которые могут быть направлены средства по сертификату, обширен. Большинство алданских семей пока не решили, на что потратят средства. В настоящее время в Управление соцзащиты поступило несколько заявлений на распоряжение капиталом. Уже поступило несколько заявлений, буквально 3-4 заявления поступило о использовании данных средств. То есть в основном это связано с улучшением жилищных условий. То есть они могут быть направлены на выплаты по ипотеке, то есть это либо первоначальный взнос, либо остаток, то есть по гашению основного долга. По мнению мам и пап, целевой капитал, поддержка для молодых семей очень значимая. С решением о распоряжении средствами можно не торопиться. Сертификат является бессрочным. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. С 2017 года во второе воскресенье апреля в Якутии отмечается День сыновей. Праздник учрежден по просьбе общественного объединения «Матери России». Ежегодно в дни празднования в республике проводятся различные мероприятия с участием отцов и сыновей. Победителей выбирают по 6 основным номинациям: интеллектуал года, доброволец года, мастер золотые руки, спортсмен, волшебный голос и мир моих увлечений. В день награждения уже стала традицией акция «Письмо сыну», когда отцы пишут письма сыновьям, в которых рассказывают о своих надеждах и планах. В этом году вместе с победителями конкурсов к акции «Письмо сыну» присоединился министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев. Традиционными организаторами акции выступило региональное отделение общественного движения «Матери России». Ну а фильмы по Пушкинской карте можно бесплатно посмотреть в 7 кинозалах республики. К программе подключены 5 муниципальных кинозалов в Тиксе, Хатасах, Бердигистяхе, Майе, Чурапче и 2 частных кинотеатра, один в Нюрбе и Азия в Якутске. В них по Пушкинской карте помимо российских фильмов можно бесплатно посмотреть и работы якутских режиссеров. Кроме того, кинотеатры региона получат субсидии на прокат фильмов местного производства. Также в апреле заработает новая онлайн-платформа по бронированию и продажи билетов на базе сайта НВК «Саха». Автономная Якутия «Создание и становление» в историческом парке «Россия. Моя история» торжественно открыли выставку, посвященную столетнему юбилею республики.
На широком кругу выставлены подлинные документы, свидетельствующие об исторических событиях 20-30-х годов 20 века. В том числе можно прочитать телеграмму, высланную из Москвы от якутских делегатов 8-го Всероссийского съезда о постановлении Наркомата по делам национальности и установления автономии. Также есть документы о гражданской войне, развитии промышленности и образовании культурной жизни. Подлинные документы из фонда Нацархива можно увидеть только сегодня, а с завтрашнего дня их заменят электронными копиями. У нас представлена выписка из Российского государственного архива социальной истории, которая подписана самим Сталиным, о том, что необходимо учредить автономию Якутии, и подписана самим Сталиным. Кроме того, у нас представлены документы по Первому Всеякутскому съезду, учредительному съезду, который законодательно закрепил образование Якутской ССР. Помимо этого у нас есть документы о постановлении в ЦИК, Всероссийского Центрального исполнительного комитета об образовании Якутской ССР. Приближающаяся дата 27 апреля в праздничном календаре местных жителей занимает особое место. Так, в День Республики отмечают сразу два знаковых события для Якутии. Это День образования автономной Советской Социалистической Республики и принятие Конституции Якутии. Нерюнгринский музей уже начал подготовку к празднованию юбилея и запустил выставку «Вехи Великой Дружбы». Сейчас мы находимся в Нерюнгринском музее освоения Южной Якутии имени Пьянкова. Выставка здесь открылась еще в начале апреля. Это совместный проект Нерюнгринского музея и частного музея народного депутата Государственного собрания Ил-Тумен Александра Кашукова. На выставке представлено более 240 экспонатов. Это уникальные исторические документы, фотографии, книги и предметы раритета, рассказывающие об интересных и малоизвестных страницах истории Якутии. Уникальными предметами этой выставки являются знамена. Здесь мы можем видеть знамена из пионерской организации, комсомольской организации и различные переходящие знамена. Вот посмотрите, это знамя, выгоревшее, очень ценное, переходящее знамя, которое посвящено 18-му съезду ВКПБ. Это, получается, вот очень старое знамя, да, более столетней давности. В это же время в музее работает еще одна выставка, не для слабонервных. Она так и называется «Страшное воспоминание». 32 работы, в основном это портреты, где под определенным ракурсом можно увидеть совсем не то, что изображено изначально. Ходят, выставку посещают, особенно когда уже меры прекратились предосторожности, поэтому стали идти семьями и смотреть вот эти все наши работы. Вызывает сначала ужас у людей, а потом восторг. Выходят, улыбаются, смеются. Ну и тем более все это антураж еще соответствует выставке. Темнота, смотрят с фонариками, музыка соответствующая. И все это вызывает, конечно, неподдельный интерес, потому что она, в принципе, единственная такая. У нас еще таких не было. Двери музея открыты для своих посетителей каждый день в рабочие часы. Также принимаются коллективные заявки и организуются тематические и обзорные экскурсии. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Перейдем и к новостям спорта. Настоящей волейбольной столицей стал Якутск в эти дни. Стартовали соревнования по волейболу среди среднепрофессиональных образовательных учреждений Якутска на призы депутата Якутской городской думы от Алексеевского округа, заслуженного врача республики, главного врача Якутской городской клинической больницы Николая Васильева. За звание лучших как среди юношей, так и среди девушек поборются 8 команд. В этом году соревнования проходят уже в 14-й раз, и с улучшением эпидобстановки они вновь выйдут на республиканский уровень. Впервые это когда мне вышли инициативы студенты сельскохозяйственного техникума во главе директором о том, что проводить такие турниры среди средних специальных учебных заведений города Якутска, и потом только сначала города Якутска, а потом уже на республиканском уровне. К нам приехали Сулусов, техникумы, училище, поэтому где-то у нас до пандемии участников много было, 14-15 учебных заведений. Сегодня, еще раз повторяю, 8 команд участвуют, только с города Якутска.
Ну а во Дворце спорта прошло торжественное открытие второго республиканского турнира по волейболу мужских и женских команд среди выпускников школ Якутии, посвященное столетию образования республики. Соревнования пройдут в двух группах. Группа А – это выпускники школ 75-84 года, и группа Б – выпускники 85-91 годов. Несмотря на солидный возраст некоторых участников, все команды настроены крайне серьезно. Спортивные баталии проходят очень жарко. Отметим, что соревнования проводятся в соответствии с утвержденным регламентом официальных спортивных мероприятий на территории России. И все спортсмены перед играми прошли обязательный медицинский осмотр. Ну, значит, в этом году проводится второй раз. В прошлом году мы тоже, 86-й год, женщины и мужчины играли. И мужчины мы в прошлом году выиграли первое место. В этом году тоже постараемся. Целый год тренировались. И поэтому я надеюсь, что площадка покажет, кто сильнее и так далее. Но женщины у нас тоже постоянно занимаются в течение года. Тоже вот это соревнование ожидали. Поэтому надеемся, какой-то результат покажем хороший. И в завершении в столичном Ледовом дворце Элейбо-Тур стартовал чемпионат республики по хоккею с шайбой. Выявление сильнейших команд проходит в двух лигах. Решающие матчи сильнейшего дивизиона в своих социальных сетях покажет наш телеканал. Так, завтра в 17:30 начнется трансляция матча между Мирнинским районом и поселком Серебряный Бор. А в 20:00 стартует показ центрального матча соревновательного дня, в рамках которого сойдутся столичные и нерюнгринские хоккеисты. В воскресенье в прямом эфире в 11 часов смотрите матч между поселком Серебряный Бор и Нерюнгринским районом. А в 18:30 встречу города Якутска и Мирнинского района. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжаем следить за развитием событий. До свидания.